Здравствуйте! В эфире Абхазского телевидения еженедельная программа «Суть дела». С 1 июля этого года официально заработало управление казначейства. У нас в гостях сегодня министр финансов Амра Кваранзе и руководитель управления казначейства Джансух Нанба. Они расскажут о том, как реализовывается новая система и какие возможности она открывает. Здравствуйте, Амра Андреевна, Джансух Эдуардович. Рады вас видеть в нашей студии. Прежде всего, хотелось бы поговорить о том, какое значение вообще имеет казначейство. На эту реформу возлагают большие надежды. И если коротко говорить, какие возможности появились с введением новой, совершенно новой для республики системы? Действительно, мы с 1 июля приступили к реформированию финансовой системы, в том числе мы переходим от банковской системы к казначейской системе исполнения бюджета. Такая система исполнения бюджета действует в большинстве стран. В общем, мы не хотим быть исключением, а соответствовать времени. Ну и, естественно, такая система, все-таки те задачи, которые ставятся государством, эта система призвана выполнять. Прежде всего, это связано с контролем движения государственных средств. Это текущий контроль целевого использования денежных средств и повышение администрирования доходной части бюджета. Это главные задачи, которые стоят сегодня перед нами. Переход от банковской системы исполнения бюджета к казначейской готовился больше года. И до начала официальной работы был запущен пилотный проект, он успешно был тестирован, и с 1 числа уже казначейство официально заработало. Как любая новая система, которая внедряется, наверняка какие-то проблемы на начальном этапе есть. Если есть, то расскажите, пожалуйста, как в первые дни вы работаете. Джансух Эдуардович, у меня к вам вопрос. Переход на казначейскую систему исполнения государственного бюджета – это очень серьезная задача, это структурное изменение. Если говорить о пилотном проекте, который мы запускали еще в сентябре 2015 года, этот пилотный проект позволил нам на практике отработать все те бизнес-процессы, которые меняются в схеме финансирования бюджетных учреждений сегодня. И, безусловно, мы уже обладали к 1 июля определенным практическим опытом в реализации этого проекта. Безусловно, 1 июля, когда мы провели полномасштабный переход на казначейскую систему государственного бюджета, как и любое новшество, мы столкнулись с рядом, не сказать очень серьезных проблем, но были какие-то вопросы, касающиеся внедрения, наладки системы и так далее. Ряд этих вопросов уже решен на начальном этапе, но есть еще некоторые вопросы, над которыми мы работаем сегодня. Работа идет со всех сторон, то есть и со стороны управления казначейства, и со стороны клиентов, и со стороны банковской системы, что нужно отметить. И мы надеемся, что в ближайшее время все вопросы будут исчерпаны. Я дополню, все-таки мы на самом деле республиканский бюджет давно готовили к переводу на казначейскую систему, поэтому этот переход произошел относительно безболезненно для нас, хотя определенные вопросы и сложности все равно возникают, но они все технического характера. Все, с чем мы столкнулись, это все решаемые вопросы, то есть это налаживание бизнес-процессов в большей степени, то есть адаптация системы под наши существующие условия, то есть так, чтобы система адекватно отвечала тем условиям, которые у нас сложились. Чуть сложнее ситуация была с местными бюджетами, и, на мой взгляд, это прежде всего, конечно, было связано с тем, что, с теми условиями, которые вообще возникли на местах, которые там, изначально, в общем-то, сложились, и это связано и в том числе с тем, что там не развита сама по себе инфраструктура, что тоже нужно. Ее тоже нужно налаживать. Если мы смогли, допустим, достаточно быстро республиканский бюджет запустить по зарплатным проектам на банковские карты, ввиду того, что наша, здешняя инфраструктура городская наша это позволяет, то на местах это оказалось гораздо сложнее, но эта задача стоит, вопрос стоит, и там
местные бюджеты будут охвачены тем же самым зарплатным проектом. То есть на все в любом случае нужно время. Практика, вот пилотный проект, который мы завели с 1 сентября 2015 года, показал, что адаптация того или иного ведомства к казначейской системе происходит в течение 1,5-2 месяцев. И в общем, дальше все работает в обычном режиме, безусловно. Все проходит. Сейчас я хотела бы вам предложить, что говорил президент на торжественном заседании, посвященном открытию казначейства. Давайте вместе с вами послушаем. Предвижу, что эти изменения могут быть и уже становятся болезненными для ряда бюджетополучателей и распорядителей бюджетных средств, привыкших к работе с наличностью и неподготовленных к ведению нового типа учета и предоставления отчетности. Грубо говоря, теперь расходовать бюджетные средства сугубо по своему усмотрению ни у кого не получится. Президент здесь достаточно жестко сказал о том, что районные администрации исключительно по собственному усмотрению теперь тратить свои средства не могут. Можно ли говорить о том, что каким-то образом ограничиваются их полномочия? Очень важно, на самом деле, успех любой реформы зависит от того, поддерживает или нет руководство страны эту реформу. Он в этом смысле, в общем-то, на мой взгляд, реформа будет успешной, потому что мы имеем полную поддержку со стороны первых лиц государства. А то, что касается, действительно, проблемы будут возникать там, где в основном идет наличный оборот, и здесь мы все усилия прилагаем для того, чтобы переходить в зону безналичного оборота. А речь все-таки шла о том, что жестко будет контролироваться целевой характер использования средств, самостоятельности местные бюджеты не лишаются, это за ними закреплено и сохраняется. Об этом мы не раз говорили. В продолжение этой темы хотела бы вам предложить комментарий главы администрации Сухума, а потом как раз мы эту тему и продолжим с вами. Мы сами не готовы еще к этой системе. Естественно, не готовы районные, не готовы само казначейство. Когда я распоряжаюсь своими деньгами, я знаю сегодня, кому надо дать. Вот сегодня уже 14-й день, мы не выплатили еще деньги коммунальщикам. В той же России там это носит добровольный характер. На федеральном уровне носит обязательный характер. Все работают по системе казначейства. Но регионы, и многие регионы, у них нет казначейства. Они отказались, регионы. Мне кажется, что нам тоже надо было бы пойти по такому пути. В общем-то, они против системы не выступают, они понимают, что это шаг вперед, что такая система нужна в стране, но когда уже речь о контроле, то, конечно же, это какое-то не противодействие, а вот какое-то несогласие в какой-то степени есть. Как вы считаете, вот в такой ситуации, как быть? Вот они говорят, что надо было поэтапно, хотя был пилотный проект, они были готовы к этому. И вот сейчас все равно они говорят, что мы не до конца готовы. Вот в этой ситуации как вам быть, когда система уже официально начала работать? Проблемы вот из-за этого у вас не возникают? Вот. У нас возникают, безусловно, проблемы различного характера, но мы вместе, взявшись за руки, должны все-таки сделать так, чтобы система начала работать, потому что успех этой системы зависит от каждого из нас, и со стороны финансовых органов, и поддержки глав администрации, и казначейства, и Министерства финансов, которые как бы проводят политику в этой сфере. Есть проблемы, мы их решаем. По поводу заработной платы, он говорит, что он как-то связывает это вот с ведением казначейства. Может быть, какие-то их минусы? Я еще раз говорю о том, что адаптироваться к системе нужно определенное время. Есть новые требования к оформлению платежных поручений. У кого-то возникают какие-то сложности. Мы вместе, совместно это решаем. Основная часть заработной платы уже по местным бюджетам выплачена. И определенный объем заработной платы будет погашаться уже к понедельнику, насколько я понимаю, по то, что касается города Сухум. Значительная часть будет закрыта уже в понедельник. То, что касается других районов, в большинстве уже заработная плата на 80% выплачена. То, что касается республиканского бюджета, за который мы отвечаем, как финансовый орган главный, да, мы отвечаем за республиканский
республиканский бюджет. Зарплата на 95% выплачена. И никаких задержек не было, всю зарплату мы платили по плану графику, то есть республиканский бюджет мы подготовили, там, где наши зоны ответственности, никаких сбоев не происходило и не было. Здесь нужно просто адаптироваться и понять, как работает система, и не более того, и все, дальше пойдет в общем режиме. Тансух Эдуардович, вот мы как-то перешли к проблемам, к трудностям, но хотелось бы подробнее узнать вообще все-таки, какие рычаги у государства, правительства появились вот с введением новой системы. Амра Андреевна коротко сказала, ну вот как вы будете контролировать, как легко вот вам отслеживать эти финансовые потоки, которые в районы поступают. Вот расскажите, чтобы наши телезрители тоже имели представление. Понятно. Ну, я в первую очередь хотел бы прокомментировать вот слова президента нашей республики и главы городской администрации. Президент в своей речи подчеркнул, речь он вел о контроле за целевым использованием бюджетных средств. Основная проблема, которую мы слышим, да, от руководителей местных органов власти, это боязнь потери полномочий по распределению средств того или иного бюджета. Вот в подтверждение я бы подготовил как раз выдержку из закона об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса. Статья 13, принцип самостоятельности бюджетов, гласит, что местные бюджеты в планировании, да, формировании своих расходов, они самостоятельны. Еще раз хотелось бы отметить, что казначейские подразделения берут на себя функционал только по кассовому исполнению того или иного бюджета. То есть никакого отношения к распределению средств местного бюджета мы не имеем. Местные бюджеты в лице финорганов сами принимают решения, да, еще на этапе планирования и формирования бюджета, что и куда они собираются тратить. И, соответственно, вот этот их план, он должен быть разбит по классификации, да, определенной классификации, то есть все расходы бюджета должны иметь целевой характер. Далее они доводят до нас эту информацию, и мы в своей части лишь исполняем их поручения. Вот, на мой взгляд, вот это основной страх, так скажем, да, опасения. Просто на самом деле такой угрозы нет, что подтверждается нашим законом основным. Процедура, которая проходит сейчас, она отличается. Да? Если мы проверяем целевое использование бюджетных средств, то нам, соответственно, нужны дополнительные документы, подтверждающие тот или иной расход. Соответственно, бизнес-процесс прохождения, да, расчетных документов, он немного изменился. Как заметила Амра Андреевна, форма заполнения расчетных документов немного поменялась. Да? Там незначительные нюансы. То есть все это для людей в первый раз, возможно, и кажется, да, чем-то сложным. Но на самом деле стоит им один раз заполнить вот по-новому документы, представить в соответствующем виде документ, и в следующий раз таких проблем уже не возникает. Мы вообще, вот каждый раз, когда мы говорим, мы переходим от банковской системы исполнения бюджета к казначейской системе исполнения бюджета. То есть это уже нужно понять, что суть казначейства заключается в том, что оно начинает выполнять операционную работу, которую до этого выполнял операционный отдел банка. И не более того. Но дополнительный функционал, который выполняет казначейство как орган Минфинов, да, это контроль целевого расходования средств. Вот если раньше приходили в банк, готовили платежку, и банк проводил этот платеж, то сегодня вместо банка приходят в казначейство, но казначейство, в отличие от банковской системы, которая просто проводила платеж, контролирует еще наличие лимитов на использование этих средств и целевое направление этих средств. И больше ничего в действующей системе не поменялось. Просто нужно понять, что пугает их только то, что мы контролируем целевой характер расходования средств. Но самостоятельности мы никого не лишаем, потому что этот целевой характер движению средств придает только сам по себе распорядитель средств местного бюджета.
В общем, понятно, нужно время на адаптацию. Да, и совершенно. Нужно привыкнуть к новой просто системе. понять и принять Следовать эту систему. правилам, Да. естественно. А самое главное — следовать правилам. И если мы не будем следовать правилам, то, к сожалению, никакая система не сможет работать так, как мы, в общем-то, ждем, чтобы эта система отработала. Везде должны соблюдаться правила. И в казначействе в первую очередь, потому что финансовая дисциплина очень важна во всех этих вопросах. Несколько дней назад, кстати, прошла встреча премьер-министра Артура Миквабия с главами городов и районов и сотрудниками банковской сферы. Совещание было посвящено как раз проблемам казначейства, реализации этой системы. Давайте посмотрим, что конкретно говорил премьер, и продолжим с вами беседу. Есть одна особенность, что мы обязаны с 1 июля перейти на казначейскую систему исчисления бюджета. Эти условия обговорены с Российской Федерацией. Но если просто сказать, если мы не будем выполнять, то бюджетные ассигнования или бюджетная помощь, которая нам оказывается, она будет приостановлена. Это записано в договоре. В общем-то, премьер говорит о том, что казначейская система является краеугольным камнем в реформировании всех остальных систем. Вот от работы казначейства зависит судьба дальнейших реформ. Причем он говорил, что в кратчайшие сроки нужно этот проект реализовать. Ну, понятно, что 10 дней это не срок, но тем не менее, пока речь идет о переводе заработной платы, да, через казначейскую систему, когда вообще полностью эта система вот заработает, все платежи через казначейство, когда вот вы сможете это реализовать? Эта система уже работает, все платежи проходят через казначейство, просто в первой декаде каждого месяца задача стоит заплатить в первую очередь заработную плату, на это работает весь бюджет, и только потом мы начинаем, поскольку всегда существует определенный дефицит денежных средств, то мы всегда те обязательные платежи, которые есть, проводим в первую очередь. На это есть специально разработанные нами также нормативно-правовые акты, которые как бы говорят о том, что мы при наличии остатка денежных средств, в пределах этого остатка, в первую очередь проводим обязательные платежи, а только потом уже доводим все остальные платежи. Через казначейство движутся все другие платежи, то, что касается республиканского бюджета уже давно, начиная с пилотного проекта, поэтому эта система работает. А вот новая система требует точности и своевременности внесения документов, платежей, вы тоже об этом говорили, но приучить к новым требованиям сложно наших людей, и вот в связи с этим не возникнут проблемы со своевременной выдачей заработных плат, пособий, вот, пенсий и других каких-то платежей, вот из-за того, что, может быть, финоделы организации не вовремя будут предоставлять документы. Вот это не вызовет каких-то задержек по выплатам? Какие изменения в оформлении документов, представлении документов, они имеются, но, несмотря на это, если мы говорим о ситуации на текущий момент, то большую часть заработной платы практически по местным бюджетам мы уже выплатили. То есть даже несмотря на то, что это было в первый раз, и все в 1 июля пытались принести нам документы, да, все в один день, без какого-либо графика, без какой-либо системы. Даже в такой ситуации нам удается, да, держать ситуацию под контролем, и это нам позволяет говорить, что уже к следующей заработной плате у нас все пройдет достаточно гладко и безболезненно. В общем, будем надеяться, потому что в конечном итоге будет вовремя выплачена заработная плата зависеть не от казначейства, а в первую очередь от финорганов и бухгалтерских служб конкретных учреждений. Поэтому здесь перекладывать всю ответственность на казначейство нельзя. Мы здесь, конечно, помогаем, но казначейство — это последняя инстанция, еще раз я говорю. Это вот та же самая суть, как платежку приносили в банк, то же самое, вот это последнее, то, что как бы платеж, когда просто должен уже начать, да, денежные средства начать двигаться, их двигает просто казначейство. А все остальное должны сделать финансовые органы и бухгалтерские службы. Я хотел бы добавить вот еще один фактор, который немного замедляет, да, процесс вот выдачи заработной платы. Это форма выдачи. Наличная форма, она очень усложняет этот процесс, так как оформление расчетных документов для получения наличности требует большего времени. Раз. С другой стороны, банковская система наша тоже должна подготовиться, да, то есть для того, чтобы
та или иная организация. Да, если мы говорим о крупных организациях, о крупных бюджетополучателях, в один и тот же день хочет в каком-то районе филиала Сбербанка получить крупную сумму наличных денежных средств, то это требует тоже определенной работы со стороны банковской системы. То есть и они должны подготовиться, подготовить наличку, оформить все документы. Вот почему мы так активно пытаемся перевести вообще в первую очередь заработную плату на безналичную форму, ну и все остальные платежи в том числе. Я тоже хочу обратить внимание, потому что прозвучало с ваших уст, что выплаты пенсий могут быть задерживаться. Обращаю внимание, что пенсии не двигаются через республиканский бюджет, это внебюджетные средства, поэтому пока еще казначейство и пенсии никак не связаны между собой. В общем-то, если говорить о системе казначейства, то можно уже утверждать, что система успешно стартовала и работает. Система Правильно? стартовала, и успех зависит от того, насколько правильно и ответственно каждый из нас подойдет к реализации этих процессов. И завершая беседу, хочу вам предложить послушать вот ваш как раз комментарий по поводу прогнозов. Мы всеми правдами и неправдами переводим финансовые потоки в безналичную форму. Если в 2015 году доля наличного оборота бюджета составляла порядка 26%, то сегодня она уже снижена до 18%, и к концу года мы стремимся к тому, чтобы доля наличного оборота была менее 15%. Вот ваш прогноз за последнее время не изменился? Удастся ли вот до конца года до уровня 15% довести вот наличный расчет? Но это очередная задача, которая сейчас стоит перед Минфином, и мы приложим все усилия для того, чтобы этих прогнозных показателей достичь. Я хочу сказать, на самом деле, вот в завершении, да, мы уже завершаем с вами, принципиально важно понимать, что казначейская система – это новшество, которое вообще соответствует современным условиям функционирования любой финансовой системы. Поэтому каждый из нас должен стремиться все-таки сделать все, чтобы жить вот в таком мире, который соответствует международным стандартам. Да? То есть сегодня это совершенно другой мир, мир технологических инноваций, когда действуют, когда уже нормальным являются 3D-технологии, 3D-принтеры, облачные технологии работают, когда уже, наверное, скоро будет нормальным, что будут двигаться автомобили с автопилотами. Но сегодня это время скорости. Для внедрения телефонов потребовалось 15 лет, для внедрения интернета масштабного 4 года, для внедрения Фейсбука 2 года, то уже для внедрения смартфонов нужно всего 1 день. То есть это вопрос, еще раз, сегодня это вопрос скорости. И все новые технологии, они не так страшны, в общем-то, и их нужно принимать, чтобы соответствовать еще раз вот современному времени и миру. Выбор всегда есть у каждого. Или адаптироваться, да, к новому, либо навсегда отстать просто и остаться в старом. Хороший пример просто для понимания. Когда одно из племен получило новое орудие труда, которое, в общем-то, должно было облегчить их условия труда и повысить производительность, то на самом деле производительность не повысилась, и урожаи они больше не стали получать. По причине того, что они стали больше отдыхать. Вот я не хочу, чтобы с нами это происходило. Так что просто нужно нацелиться и сделать это. Спасибо, вы такой итог нашей беседы подвели. У меня на этом все. Спасибо, что нашли время прийти к нам. А нашим телезрителям я напоминаю, что мы говорили о новой системе казначейства в республике. Я прощаюсь с вами до следующей недели.